День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Якутия полностью готова к пожароопасному сезону. В горном районе побывал замруководителя Рослесхоза. Первые лесопатрульные комплексы поступили в республику, а самолет-зондировщик прибыл в регион для мониторинга и тушения лесных пожаров. Задача при планировании бюджета следующего года отработать таким образом, чтобы заложить федеральное финансирование на обеспечение уже уходов за этими объектами противопожарного обустройства. Свыше 500 учреждений по всей республике организовывают в этом году летний детский досуг, в том числе и лагеря дневного пребывания. Также в Якутии заработал лучший в регионе веревочный парк. Обычно к нам детки приходят 2 раза в неделю. Мы для них устраиваем часовые развлекательные игровые программы. Они всегда могут быть посвящены разным событиям. Жара и вода ошибок не прощают. Как обеспечивают безопасность отдыхающих у водоемов сотрудники службы спасения республики и госинспекции по маломерным судам. Для профилактики от несанкционированного плавания этого сезона ходим, предупреждаем людей, что сейчас купаться еще рано, опасно и нужно еще немного подождать. 4000 зрителей, более 20 постановок, десятки мастер-классов и лекций. В столице прошел фестиваль современного искусства «Территория Якутск». Ну, в первую очередь для того, чтобы современное искусство ездило по стране в том числе, чтобы мы обменивались опытом, чтобы молодежь приходила в театр. Это мы не только, смотрите в ближайший час. Начнем с ситуации с паводком. На реках республики она стабильная, затопленных домов и территорий нет. Режим чрезвычайной ситуации снят во всех районах республики. Уровни воды благоприятные для судоходства. Для контроля безопасного прохождения летне-осенних паводков на 127 гидропостах ведут наблюдения. Чего не скажешь о лесных пожарах. С начала пожароопасного сезона в Якутии зафиксировали уже 59 лесных пожаров на площади более 4500 гектаров. В прошлом году на эту дату фиксировали 172 возгорания. В связи с прохождением грозового фронта по южным районам отмечается резкое увеличение лесных пожаров. За прошедшие сутки службой авиалесоохраны обнаружено 22 лесных пожара. На текущее время на территории Якутии действует 25 лесных пожаров на общей площади 3441 гектар. Из них локализован один лесной пожар в Амгинском районе на площади 3 гектара. На тушении задействовано 158 человек и 4 единицы тяжелой техники. Патрулирование планируется по 20 районам. За прошедшие сутки ликвидировано 2 лесных пожара в Хангалахском и Алекминском районах. На этой неделе с целью проверить ход подготовки к сезону лесных пожаров в Якутию приезжал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский. Он намерен помочь республике в решении проблемных вопросов, связанных с возгораниями в лесах. Он осмотрел противопожарное обустройство на именно минерализованные полосы и противопожарные обрывы сел Бердигистяха, Сыма и Бяськёль. В этом году в целях обеспечения безопасности населения от лесных пожаров силами Рослесхоза спроектирован новый метод. В рамках эксперимента отобрали 15 населенных пунктов республики. Алексей Венглинский, в частности, заявил, в населенных пунктах сделана неплохая работа в части создания противопожарного обустройства, но есть, конечно, замечание в том, что пока не отработаны документы на организацию вырубки сухостоев и горельников. В этом году здесь, судя по всему, пожаров не будет, сухой травы здесь еще нет. А вот в следующем году надо провести серьезную подготовку по прилегающим территориям. Как минимум метров на 300 вокруг населенных пунктов все будет вырубаться. По итогам визита заместитель руководителя Рослесхоза отметил, что Якутия полностью готова к пожароопасному сезону. По республике здесь был сделан определенный план работы, и сегодня мы смотрим, как идет реализация этого процесса. Но в этом населенном пункте, как мы видим, работа сделана достаточно большая.
выполнено неплохо. И вот этот населенный пункт, наверное, от лесных пожаров пострадать не сможет. Задача при планировании бюджета следующего года отработать таким образом, чтобы заложить федеральное финансирование на обеспечение уже уходов за этими объектами противопожарного обустройства. Сделали их тут силами муниципалитета в этом году. На следующий год постараемся спланировать так, чтобы уходы за ним провести уже за счет федеральных средств силами Якутлесресурса. Между тем, 21 малый лесопатрульный комплекс Якутия получит в этом году. Он обустроен на базе автомобиля УАЗ «Фермер» со сдвоенной кабиной и кузовом. В комплекте 2 мотопомпы для подачи воды, шланги на 50 и 100 метров, лопаты, топоры, емкости для воды. В боевой расчет комплекса входит 5 пожарных, водителей и 4 бойца. Первые 6 автомобилей уже прибыли в Якутию, и первый вице-премьер Дмитрий Садовников вручил ключи экипажам. Мобильные комплексы будут использовать в локализации и ликвидации природных пожаров в труднодоступной местности. Остальные 15 автомобилей прибудут в регион в самое ближайшее время. Мы, не дожидаясь всей партии, уже отправляем в ближайшие районы. Это прилегающие к столице наши районы. И районы, которые, скажем, заслужили чисто на своим организационными мероприятиями. Скажем, самый дальний район — это Сунтарский. Мы, безусловно, получим дополнительные еще партии техники, которая будет также распределена по районам. Ну а для искусственного вызывания осадков в Якутии с 10 июня базируется самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Воздушное судно будет привлекаться на тушение лесных пожаров. Помимо зондировщика, на днях в республику прилетит еще вертолет Ми-8 авиалесоохраны. Воздушное судно будет задействовано в переброске парашютистов-десантников для прокладки минерализованных полос взрывным способом в труднодоступных районах республики. В случае осложнения пожароопасной обстановки в Якутию также будут переброшены дополнительные силы Федерального резерва парашютистов-десантников авиалесоохраны. Тем временем в населенных пунктах Якутии выявлено более 1000 нарушений требований пожарной безопасности. Сотрудниками регионального управления МЧС России проверено 410 населенных пунктов. К административной ответственности в виде штрафа на общую сумму около 3 миллионов рублей привлечено 22 юридических лица и 132 должностных. Также вручены предписания об устранении нарушений обязательных требований. Основными нарушениями являются необеспечение обустройства и очистки минерализованных полос, несоблюдение противопожарных расстояний до лесного массива, отсутствие или неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним, а также неисправность звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Соревнования по пожарно-спасательному спорту провели в Якутске. В нем приняли участие более 70 человек из 8 команд, представляющих Улус и столицу. Соревновались по 3 дисциплинам. Вместе со взрослыми на испытания вышли и подростки, воспитанники школ и вузов. Пожарно-спасательный спорт – дисциплина, в которой важны и скорость, и ловкость, и сила, и умение обращаться со средствами пожаротушения. Несколько раз в год пожарные со всей республики съезжаются в Якутск, чтобы принять участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту и определить, кто из них достоин представить республику на дальневосточном чемпионате. Вместе со взрослыми на этапы состязаний выходят и подростки, воспитанники школ и СУЗов, которые однажды пришли в секцию пожарно-прикладного спорта и поняли, что эта дисциплина им по душе. Занимаюсь я уже 5-й год, опробовал много разного вида спорта, но как-то у меня был физрук, предложила съездить попробовать на полигон, пожарно-прикладной спорт. Я согласился, и все мне понравилось, я начал им дальше заниматься. Достижений, к сожалению, нету, но время показываю хорошее. Да, я буду поступать в пожарную академию Санкт-Петербурга. Не отстают от юношей и девушки, которые показывают хорошие результаты и берут призовые места как в республике, так и за ее пределами. Как, например, Татьяна Горикова. Я чемпионка Республики Саха-Якутия, призерка Дальнего Востока. Я уже занимаюсь 7-й год. В школе проходила объявление на набор в команду. И вот я решила попробовать. Пришла, мне понравилось. В дальнейшем я планирую поступить на вышку в МЧС.
Буквально через несколько дней лучшие из лучших по пожарно-спасательному спорту якутяне отправятся защищать честь республики на дальневосточный чемпионат. У нас это детская юношеская команда Республики Саха-Якутия. Они готовятся к дальневосточным межрегиональным соревнованиям, которые у нас пройдут в этом году с 27 июня по 2 июля в городе Благовещенске Амурской области. Ну, надеемся попасть в призовую тройку на данных соревнованиях. Все взрослые спортсмены – это действующие сотрудники пожарных подразделений. И по их признанию, навыки, полученные при занятиях спортом, сильно помогают им в работе, особенно когда счет идет на секунды. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. В указ о введении персональных санкций против ректоров 236 вузов России, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, попал ректор Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова в Якутске Анатолий Николаев. Руководитель крупнейшего вуза Якутии прокомментировал данный выпад украинских властей. Цитирую. «Видимо, властям Украины уже не хватает списков для введения санкций, что взялись за учебные заведения. Не знаю, как отреагировать на эту новость, но можно это рассматривать как попадание в список ректоров ведущих вузов России, которые сплотились вокруг нашего президента и играют ведущую роль в патриотическом воспитании молодежи», заявил ректор. Напомню, ранее Анатолий Николаев присоединился к заявлению Российского союза ректоров по поводу ситуации на Украине. Подписи тогда под ним поставили 185 ректоров. Между тем, жители Якутии наградили орденом мужества за героизм во время военной спецоперации. Юрий Петров повторил боевой путь прославленного деда Дмитрия Петрова. Так, морской пехотинец Юрий Петров выполнял боевые задачи на киевском направлении и участвовал в боях под Мариуполем. Дед Юрия рассказывал, что, будучи пулеметчиком моторизированной бригады в составе 65-й танковой бригады на Первом Белорусском фронте, освобождал город Волноваху. После Дмитрий Петров получил Серебряный орден славы. Символично, что его внук Юрий тоже был в тех же местах. Сейчас он проходит лечение в госпитале в Ростове-на-Дону от легкой контузии. По словам матери, серьезных ранений он не имеет. Ну а в преддверии государственного праздника Дня России наши корреспонденты опросили жителей и гостей Якутска. Вопрос звучал так: что для вас значит патриотизм? Патриотизм – это то, что когда человек предан своей родине и защищает ее всякими способами. Патриотизм – это желание любить родину, быть с родиной, родина вторая мать. Ну, в общем, все замечательные слова, которые учат нас еще в начальной школе, по-моему. Вот. Для меня, наверное, что-то такое вот неосязаемое, но очень-очень важное и нужное. Связываю с родиной, наверное, да, слово родина, слово малая родина, большая родина, да. Ну, то есть все начинается с этого. Мы любим свою родину, как бы стараемся ее защищать, да, отстаивать ее интересы. Место, за которое я готов воевать, отдать, защищать ее, помогать ей, отдавать всего себя. Да, любовь к отечеству, к своей родине. Патриотизм – это любить свою страну, какой бы она ни была, любить свой город, неважно, какой он красивый или плохой. Дорожить этим городом. Я живу сейчас не в Якутске, всегда рад сюда приезжать, то есть он для меня всегда будет родным, какой бы он ни был. В преддверии Дня России я призываю всех граждан сплотиться, объединиться, проявить солидарность. И вместе мы со всем справимся. Ну и к другим темам. 9-й Дальневосточный медиа-саммит, посвященный информационному противостоянию в новых реалиях, завершился во Владивостоке. Это отраслевая конференция специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, которая впервые прошла в Приморском крае в 2014 году. В этом же году в течение 2 дней на форуме работало более 60 секций, посвященных фейкам, информационным войнам и роли медиа в новой реальности. Напомним, что ключевая цель отраслевого форума – объединение медиасообщества Дальнего Востока для обсуждения и решения актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций.
вообще считаю, что таких мероприятий у нас мало, и ими надо дорожить в первую очередь, и приходить, и участвовать. И понятно, что есть интерес, и людей будет становиться все больше, тем более сейчас после такое пандемийное время, да, когда хочется встречаться, общаться. Сюда и известные люди Владивостока подтягиваются, не только Владивостока, поэтому, конечно, надо знать, и не лениться, и впитывать знания, тем более пока из Москвы сюда дойдет до нас какие-то тренды, тут сами люди приезжают и про эти тренды рассказывают бесплатно, что вдвойне приятно. На этой неделе свои первые паспорта получили 20 юных жителей Якутска. Вручение документа прошло в торжественной обстановке и было приурочено ко Дню России. Выдавали паспорт в офисе центра «Мои документы», что стало возможным благодаря подписанию доп. Соглашения с МВД по Якутии. Ранее в офисах центра только принимали документы на оформление паспорта. Впервые в торжественной обстановке ребятам выдавали паспорта в канун столетия со дня образования республики. Хочу поблагодарить начальницу паспортного стола за то, что исполнила мою заветную мечту и указала дату выдачи в паспорте 1 июня. Это очень значимая дата для меня. Это День защиты детей и день рождения моей мамы. Я благодарна ей. Если юные якутяне и их родители пожелают также в торжественной обстановке получить паспорта, это можно будет сделать по предварительной записи. Выдача будет приурочена к федеральным праздникам и к республиканским праздникам. Тем временем первых 100-бальников по ЕГЭ выявили в Якутии. Сразу 8 выпускников показали высшие баллы по русской литературе. Это Олеся Котовщикова с 6-й школы города Томмот, Мария Постнова из Ленского района, Виталий Красиков из Усть-Майского района, Дарина Андреева из Хангаласского улуса, Екатерина Якименко, выпускница Мирнинского района. И 3 представителей Якутска: Софья Бондаренко, Маргарита Шмыгина и Алина Капустина. Еще 3 100-бальника у нас по такому сложному предмету, как химия. Это Алина Шахмалова из Нерюнгри, а также Дина Малагулова и Назар Павлов из Якутска. Ребята первыми получат выплаты по 100 тысяч рублей. Центр студенческих инициатив открыли в Северо-Восточном федеральном университете. Произошло это в рамках 2-го форума университета и развития геостратегических территорий России. Там разместят центр оценки и развития компетенций, созданный при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Что этот центр даст студентам, расскажет Валерия Наумова. Центры оценки и развития компетенций начали создаваться с 2021 года платформой «Россия – страна возможностей» совместно с Министерством науки и высшего образования России по поручению президента страны. Центры компетенций, открытые на базе учебных заведений в разных регионах России, уже стали традиционным и эффективным местом встречи студентов, работодателей и региональной власти. По итогу успешного прохождения образовательных программ студенты могут получить соответствующие документы об уровне своих компетенций, которые принимаются работодателями. На данный момент в проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей. Центр компетенции создан для того, чтобы студенты могли, с одной стороны, оценить уровень развития своих надпрофессиональных навыков, быть более востребованными среди работодателей. Центр компетенций позволяет работодателям также понять, какие студенты сейчас есть уже в университетах, определить в какой-то степени образовательное направление для университетов, скорректировать, может быть, в какой-то степени то, что сейчас есть. На выходе каждый студент получает цифровое портфолио, а работодатель – специалиста с развитыми как профессиональными, так и надпрофессиональными компетенциями. За год создано 50 центров компетенций в 23 субъектах страны. Центры есть в каждом федеральном округе. Их работой охвачено уже более 100 университетов и 115 тысяч студентов. Преимущество открытия такого центра именно совместно с такой организацией – это у них есть всероссийская платформа, где студенты, начиная с 1-го курса, уже до 4-го, до 5-го курса могут проходить диагностику, по итогам которого они получают обратный ответ, можно сказать, от платформы после прохождения тестирования, каких навыков им не хватает для того, чтобы стать конкурентоспособным по своей специальности. Если мы говорим насчет компетенций, то по основным образовательным программам они получают базовые компетенции. А вот самые
я думаю, что самые важные компетенции – это универсальные. Стоит отметить, что данный центр единственный в Российской Федерации, оснащенный самостоятельной инфраструктурой на базе нового комфортного пространства для креативной деятельности студентов университета. Центры должны дополнять друг друга и стать местом притяжения не только молодежи университета, но и всей республики, а также работодателей. И очень надеемся, что этот центр станет еще одним светлым местом для притяжения студентов, чтобы они сюда приходили, творили, да, и, может быть, тут новые какие-то идеи появятся, да, и мечта студентов, можно сказать, сбылась. Но у нас в планах еще больше, да, и пока секретов открывать не буду, да, но нас радует то, что университет становится еще ярче, интереснее и креативнее. Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» предоставляет инструменты, разработанные совместно с ведущими консалтинговыми компаниями. Стоит отметить, что Центр оценки и развития компетенций СВФУ работает уже с ноября. И за этот небольшой промежуток времени провел оценку уже более 1000 человек. Валерия Наумова, Артем Алексеев. День за днем. Якутск. А Алданский политехникум и Иркутский исследовательский технический университет тем временем подписали соглашение о сотрудничестве. Ректор вуза Михаил Корняков лично выступил перед алданскими студентами, так как сам является выпускником местной кузницы кадров. Продолжит тему Руслан Павлов. Студенты Алданского политехникума теперь могут рассчитывать на преференции в Иркутском национальном исследовательском университете. Между образовательными учреждениями подписано соглашение о сотрудничестве, а ректор вуза Михаил Корняков пообещал алданским студентам личное внимание при поступлении в Иркутский политех. Вчера мы подписали соглашение о сотрудничестве. В составе Иркутского политеха есть 2 техникума, геологоразведочный, машиностроительный, и мы продумали развивать сетевые формы взаимодействия. Ну, а также всегда выпускников Алданского политехника мы рады видеть в Иркутском политехе. И очень много профессий, и всегда земляков будем поддерживать. Корняков сам когда-то окончил Алданский политехникум и абсолютно уверен, что местный альма-матер по праву называют кузницей кадров, как минимум для дальневосточного региона. Ну, однозначно, наверное, примеры показывают и свой собственный, и очень много моих одногруппников сейчас занимают ведущие позиции в различных компаниях, и энергетических, и горных, и строительных. Специалист по превращению идей в результаты, так кратко говорит о себе ректор Иркутского политеха. Такая амбициозность – не пустые слова. Еще будучи студентом Алданского политехникума, Михаил Корняков был целеустремленным человеком, вспоминают педагоги. Он у меня отпечатался в памяти как нормальный, хороший, адекватный студент. Он всегда был такой упорный, все доводил до конца, даже если что-то непонятно, он все доводил до конца. Вот эта черта у него была вот хорошая. На встрече с алданскими студентами ректор подчеркнул, что в вузе очень хорошо организованы прикладные науки и исследовательская деятельность, что в современных условиях меняющегося мира хорошая перспектива для отличной карьеры. Руслан Павлов, Алдан. Мы продолжим буквально через минуту. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Долгожданные летние каникулы в самом разгаре. Так, лагерь «Планета детства» в Устнере открыл свои двери для учеников. Как проходит летний отдых у детей, расскажет наш корреспондент Светлана Поцелуева. Уже не первый год при Уснерской гимназии в летний период работает лагерь «Планета детства». Этим летом здесь приняли 60 младших школьников. Смена продлится 21 день. За это время ребята должны хорошо отдохнуть, подружиться, набраться сил и узнать много интересного. Направление у нас культурно-досуговое с элементами оздоровления. Вот мы договорились с бассейном. Большую часть времени дети, пока погода позволяет, проводят на улице. Все время мы на улице посещаем стадион, ходим. И вот на базе Пегаса разрешили нам площадку, выделили. Мы тут приходим, играем. Пятиразовое у нас питание. Каждый день дети получают фрукты, салаты, выпечка. У меня завтрак, обед, полдник и ужин. Сейчас борщ идет и гороховая каша на обед. Каждый день проходит по-разному. Вот, к примеру, сегодня день исследователя.
Всарительского пауков. Много. У нас каждый день имеет какую-то тематику. Сегодня у нас день исследования. Также посещают, ходят на экскурсию в музей, посещают библиотеку. Поход у нас есть запланирован в лес и еще что. Ну, как зорница, да, наверное? А еще можно выучить новую песню. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Кстати говоря, уже почти неделя прошла с тех пор, как детские центры отдыха и лагеря запустили работу летнего сезона. А сегодня в Якутии свыше 500 учреждений организовывают летний детский досуг, в том числе и лагеря дневного пребывания. Так, 355 детей города Якутска отдыхают в оздоровительном лагере «Фантазия», который ежегодно организовывает Дворец детского творчества. В программе лагеря развитие детей по нескольким направлениям. От естественно-научного до социально-гуманитарного. Игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, мастер-классы и многое другое. Запись у нас была организована с 18 мая через портал «Еду Якутия». Каждый желающий родитель мог попасть в лагерь, подав заявку. Но, к сожалению, места, конечно же, ограничены. У нас 355 мест полностью забронированы. Да? Те, кто первыми успели, все попали. Но в следующем году мы будем ждать также родителей и также организовывать летнюю кампанию для наших детей. Ну а в Нерюнгри в июне месяце свои двери распахнут 19 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций детских школ искусств. А 15 июня начнется первая смена в загородном оздоровительном лагере «Мужество». Лагери Нерюнгринского района примут за 2 летних сезона более 1500 детей. Накануне в атмосфере веселого праздника прошло открытие первого сезона в детском лагере дневного пребывания «Галактика». Лагерь дневного пребывания «Галактика» включает в себя 11 образовательных учреждений. Будет организован досуг детям с 1 по 6 классы. Всего около 500 человек. Каждый отряд расположен на базе своего образовательного учреждения. Питаются они на базе 2 школ – ИТЛ-24 и школа номер 15. Состав педагогически очень квалифицированный, я бы сказала. Более 40 человек – это в основном учителя. Ну и также, конечно, студенты подрабатывают вожатыми, но очень качественные педагоги. Лагерь «Галактика» – это совместный проект Управления образования и Центра культуры и духовности имени Пушкина. Время пребывания в детском лагере обещает быть насыщенным и увлекательным. Это общение со сверстниками, развлекательные конкурсы, спортивные состязания, викторины, игры. Обычно к нам детки приходят 2 раза в неделю. Мы для них устраиваем часовые развлекательные игровые программы. Они всегда могут быть посвящены разным событиям. Это оговаривается как с вожатыми, так и мы, наши режиссеры центра, делают свои предложения. Но цель какова? Чтобы детям было весело, интересно, чтобы они после каждого мероприятия вынесли какой-то урок. В общем, ребятам скучать не придется. Они готовы окунуться в жизнь лагеря и ожидают от летнего отдыха только самое лучшее. Я хочу проводить время в лагере с пользой, то есть гулять с друзьями, веселиться. Ну, может, отдохнуть где-то. Ну, я хочу познакомиться со всеми друзьями, играться, всем это. Мне уже все нравится. Завести новых друзей и отдохнуть от учебного года. Штат работников детского лагеря «Галактика», включая воспитателей и вожатых, врачей и поваров, сделает все, чтобы летний отдых детей был полезным, комфортным, интересным и радостным. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а в лагере «Алмаз» в Ленске появился лучший в республике веревочный парк. Его несколько дней устанавливали специалисты из города Сочи. Но на сегодня он уже готов к эксплуатации. Светлана Балеева расскажет о первых впечатлениях. В этом году ребят, отдыхающих в лагере «Алмаз», порадуют новые аттракционы. На его территории уже установлен веревочный парк и скалодром. Внушительная конструкция была заказана из города Сочи. Оттуда же прибыл специалист, который установил аттракцион. На сегодняшний день это лучший веревочный парк по всей республике. Ему нет равных. 2 уровня. Первый – это детский, второй – подростковый. И еще у нас на одной из грань, получается, каркаса смонтирован скалодром, размеры 3×6, 2 линии и также сделан со страховкой.
Преодолевать препятствия ребята смогут только под руководством инструктора и обязательной страховки. Данная конструкция включает обучение инструкторов. Наш представитель, когда инструктора будут, приедет, полностью покажет, как работать со снаряжением, со спасательным снаряжением и как эксплуатировать данный веревочный парк. Первыми новый аттракцион проверили директор лагеря Ксения Попова и директор СРГ Анна Барбашова. На территории республики это единственное сооружение таких масштабных размеров. Мы, конечно же, когда была приемка, в первую очередь прошли сами испытания. Под большим впечатлением находимся по сей день. Это очень интересно, это очень захватывающе. Но мы думаем, что все дети обязательно будут в восторге и всем очень понравится. Прошлым летом в лагере «Алмаз» появились новые батуты, качели, велосипеды, самокаты, инвентарь для бассейна. В этом году помимо веревочного парка буквально на днях на оздоровительной базе появится новый большой надувной батут, детские площадки, а также качели-паутинка. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну и продолжая тему летнего отдыха. Несмотря на прошедшие дожди, в республике, тем не менее, все-таки установились жаркие дни. И излюбленным летним досугом якутян является, конечно, времяпрепровождение на берегу водоемов или на воде. Между тем, чтобы обеспечить безопасность населения, сотрудники службы спасения республики и Государственной инспекции по маломерным судам проводят регулярные рейды. Продолжит Саргалана Неустроева. Официально открытие купального сезона в городе Якутске запланировано на 20 числа июня. Вода до сих пор убывает и приносит большое количество мусора к берегу, а жаркая погода установилась лишь в последние несколько дней. Тем не менее, это не останавливает сотни желающих искупаться. Здесь, на городском пляже, собрались преимущественно дети. Позабыв о всех правилах безопасности, они заплывают на глубину, катаются на самодельных плотах и ныряют. Специалисты говорят, лишь вопрос времени, когда такая безответственность заберет чью-либо жизнь. Как только потеплело, люди сразу стали приходить купаться для профилактики от несанкционированного плавания этого сезона. Ходим, предупреждаем людей, что сейчас купаться еще рано, опасно. И нужно еще немного подождать. Большинство людей соглашаются, что они не будут купаться, говорят, после 20 числа, когда сезон купания откроется, они придут купаться. Есть такие люди, которые не соглашаются с этим. Ну, что поделать. Не готово к открытию купального сезона и муниципальное предприятие «Городские бани», на балансе которого и находится данный пляж. Начиная с 3 июня сотрудники предприятия стараются ограничить доступ городских жителей к воде. Так, в минувшую пятницу предприятие старалось закрыть калитку, ведущую на пляж. Но вскоре замок сломали, повредили и часть забора. Видимо, какое-то время желающие искупаться пролезали через небольшую дыру. Сейчас сотрудники городских бань развешивают предупреждающие баннеры и стараются хоть как-то предупредить людей. А ведь достаточно просто дождаться купального сезона, и здесь все заработает как должно. Сейчас мы закупили, благодаря окружной администрации города Якутска, закупили шезлонги в этом году 100 штук. И она будет как аренду сдаваться людям, отдыхающим. И закупили еще 2 пескаря. Это машинка, которая чистит песок от камней, от всяких этих мусоров, получается. И в этом году думаем, что песок будет хорошего качества, чистый. А между тем уже появились первые жертвы. Так, в минувшие дни вода забрала жизнь отдыхающего на реке Кенкеме. На пульт дежурного вызов о пропаже человека поступил 5 июня. Водолазная группа была собрана незамедлительно. Тело пострадавшего нашли практически сразу. Место же, где пострадавший собрался с друзьями, было не предназначенным для купания. Нельзя употреблять алкоголь, не купаться на несанкционированных пляжах. И сейчас рано, вода еще холодная, чтобы купаться. Вот как мы приехали, видим, отдыхающих много, употребляют алкоголь, соответственно, будут купаться.
Но если для купания река пока закрыта, то сезон навигации маломерных судов стартовал еще 3 июня. Осуществлять перевозку пассажиров такой транспорт не может. Его водители, частные владельцы, используют катера и лодки для личных целей. Тем не менее, это не значит, что проверять такие суда не надо. Вода – стихия непредсказуемая, и шутки с ней плохи. Уровень воды сейчас в реке большой, много хлама несет, что на лодках, чтобы двигались безопасно. Многие бревна плывут в подводном положении, соблюдали меры, жилеты одевали, двигались желательно судовым ходом. За пределами судового хода там уже безопасность не такая хорошая, не соблюдается она, поэтому проводится эта работа у нас сейчас. Лето в республике началось практически внезапно и не совсем типично для региона. Долгожданный ледоход на самых крупных реках прошел хоть и с задержкой, но очень быстро. Еще совсем недавно на реке плавали льдины. Оттого беспечность и желание провести досуг на воде становится еще опасней и может стать фатальным для тех, кто не придерживается простых правил. Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Мы обязательно продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Якутский фильм «Ит» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова завоевал гран-при 15-го Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино. Режиссеры сообщили, что осенью начнутся съемки второй части этой картины. «Ит» был представлен в конкурсной программе игрового кино. Всего в этой категории участвовали 6 российских и 5 зарубежных фильмов. Но с 9 июня в прокат вышел фильм Ивана Вдовина «Голоса Арктики». В старейшем московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ документальной картины, снятой в 3 регионах – Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Республике Саха-Якутия. «Голоса Арктики» – это кинопутешествие за полярный круг, 3 новеллы о людях Крайнего Севера. Каждая представляет собой очерк про традиции, быт и роль музыки в жизни героев. Сквозным героем 3 новелл стал Денис Симачев, столичный ресторатор, диджей и саунд-продюсер. Он отправился в экспедицию на север, чтобы записать «Голоса Арктики» и создать единое музыкальное полотно. В финале фильма он сыграет эффектный диджей-сет на огромном вездеходе-бурлаке. По итогам экспедиции Денис Симачев собрал 12 этнических голосов, из которых создан музыкальный альбом «Арктика». В Якутии мы снимали историю про Николая Курилова. Это автор стихотворения «Родное», которое прозвучало в фильме «Брат 2», но также он потрясающий художник, этнограф, литератор, у него очень много заслуг. И самое главное, чем он нас заинтересовал, он представитель народа Юкагиры. Это очень древний народ, но их осталось совсем немного, и он, как настоящий супергерой, сохраняет память о своем народе, о своей культуре и языке. Я думаю, что фильм, таким, как я его видел, он также оставит у вас какое-то неизгладимое впечатление о тех местах, о тех малых народах и те проблемы, которые мы поднимаем в этом фильме. Уверен, что вам понравится, и желаю вам хорошего просмотра. Также в Москве прошла презентация современного путеводителя по Якутии. Издание предназначено для всех, кто интересуется нашей республикой или планирует путешествие в регион. Книга в деталях рассказывает о Якутии, о ее истории, традициях, главных достопримечательностях региона. Особое место в путеводителе занимают практические советы туристам о том, где перекусить, в какой гостинице лучше остановиться или, например, как добраться из Якутска в Итык-Кёль. Каждая страница, а их 275, украшена фотографиями и инфографикой. Читатель найдет в книге даже карты городов и деревень. Всего представлены 24 населенных пункта от Тикси до Нерюнгри. Есть информация и о туроператорах. На самом деле очень теплый. Вот он правда, да, вот на себе испытал, он очень теплый, он особенный. В какой-то мере я могу его назвать народным путеводителем, потому что очень много людей
откликнулись и прислали фотографии из особенно отдаленных мест Якутии. Мы сделали, кстати, даже акцент на какие-то легенды, и такого даже в интернете не найти. Есть инфографики, которых тоже нет нигде, кроме как в этой книге. Составить свое впечатление можно, прочитав книгу. Она, кстати, в этот раз у нас подросла на несколько страниц. Вот она стала потолще, поинтереснее, и все-таки фотографии ее очень сильно украсили. Фестиваль современного искусства «Территория Якутск» завершился. В течение недели якутскому зрителю показали более 20 постановок, провели десятки мастер-классов и лекций. Более 4000 человек сходили на театральные постановки в рамках «Территории». Остальные итоги фестиваля подведет мой коллега. В течение недели Якутск стал центром современного искусства России. В нашем городе проходил один из крупнейших фестивалей «Территория Якутск». Организаторы фестиваля постарались за эти 7 дней раскрыть как можно больше граней современного искусства для якутского зрителя. И, похоже, опыт оказался удачным. У нас была насыщенная программа из 7 дней. Более 20 мероприятий основной театральной программы показали за это время. Более 4000 человек посетили мероприятие. И мы невероятно благодарны за то, что есть такая возможность сегодня показать современное искусство в вашем регионе. Моноспектакли, музыкальные драмы, современный балет, классический театр и еще много-много жанров и направлений современного искусства показали якутскому зрителю. И зрителю увиденное пришлось по душе. Мне удалось на открытии, на спектакле были. Очень понравилось. Это очень приятно, что у нас столица в Якутске проводят такие мероприятия. Ну, вообще как-то надо, чтобы искусство дальше развивалось. Конечно, современные формы, все это должно развиваться, и люди должны смотреть. Развитие самой культуры в городе, именно столице, оно поможет молодежи, так и остальным больше увлечься операми и так далее. Конечно же, многие зрители ждали встречи со звездами, и их ожидания были удовлетворены. Открывал фестиваль дуэт Сергея Чонашвили и Евгении Добровольской, а на закрытии выступила заслуженная артистка России, арт-директор фестиваля «Территория» Юлия Пересильд, которая осталась довольной тем, как прошел фестиваль, и высказала надежду, что эта территория для Якутска не последняя. Ну, в первую очередь для того, чтобы современное искусство ездило по стране в том числе, чтобы мы обменивались опытом, чтобы молодежь приходила в театр. Это тоже всегда, мне кажется, для этого фестиваля, который я очень люблю. Арт-директором-то я стала не так давно, а фестиваль-то я люблю очень давно. У вас очень театральный город, я уже узнала о том, что очень много театров, это раз. А во-вторых, прекрасное совершенно здание, красивое очень. Говорят, что очень много людей ходит в театр. Это не может не радовать. Территория Якутск закончилась, но культурная жизнь столицы не останавливается. Этим летом нас ждут еще множество событий: гастроли театров, фестивали, концерты и выставки. Так что, как говорится, следите за афишами. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Павел Пахомов, Якутск. Ну и к другим темам. Здание школы и детских садов готовят для размещения гостей Эсэ-Халанхо в Верхневилюйском районе. Пищевые блоки начнут работать, как только прибудут первые гости. Все работники прошли полные медосмотры, получили вакцины. В агрошколе номер 2 также украшают территорию, сажают цветы, построили летние душевые кабинки. Планируют принять 200 человек в здании школы и спортзале. А в республиканском лицее-интернате ждут иностранных гостей. От ЮНЕСКО комнаты для них уже готовы. Первые гости уже приезжают 18 июня. Они уже должны приехать. И у нас примерно уже есть, кто когда приезжает. У нас примерно все раскладки и все вот эти дорожные карты у нас уже готовые. Мы уже готовы принять наших гостей. Ну и в продолжении темы 125 уникальных мероприятий пройдут на национальном празднике Эсэх-Туймады. В национальном празднике ожидается участие гостей из зарубежных стран и регионов России. В данное время в местности Юсьхатын идут ремонтно-восстановительные работы. В этом году в Тюсюльге для проведения обрядовых церемоний будут обновлены и расширены для удобства горожан. Одно из новшеств Эсэха этого года – организация палаточного городка на 1000 мест, который будет благоустроен. Для удобства горожан и гостей столицы с автобусной остановки Усть-Хатын до палаточного городка будет курсировать бесплатный шаттл туда и обратно. Палаточный городок будет находиться недалеко от центра.
Ну и, к слову говоря, 25 и 26 июня муниципальные автобусы будут осуществлять перевозку пассажиров от столичного автовокзала до местности Усть-Хатын. Стоимость проезда составит 50 рублей. Горожан будут возить 20 новых автобусов с кондиционером, которые были закуплены этой весной. Кроме того, по маршруту Медцентр Усть-Хатын 25 и 26 июня будут курсировать 50 автобусов некоммерческой организации «Союз Авто». Их тариф на проезд также будет составлять 50 рублей. Ну а в целом весь июнь как никогда обещает быть насыщенным культурными событиями. В честь столетия республики запланирован ряд культурных мероприятий, в том числе с участием зарубежных гостей. Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов подробно рассказал журналистам о предстоящем Дне России, гастролях Театра Владивостока, международном конкурсе «Хомусист Виртуоз мира», конгрессе национальных театров, встрече шедевров ЮНЕСКО и других ключевых событиях месяца. Год столетия образования нашей республики, поэтому мы сделали все максимально для того, чтобы год был интересный, год был исторический, чтобы каждый день, который сегодня, каждый житель республики просыпается, был как урок истории. Июнь получился действительно насыщенный каждый день. Во-первых, июнь для Якутии всегда был интересный месяц. Знаете почему? Потому что мы всегда встречаем лето, Гсэх. Да? Гсэх – это у нас нечто большее, чем, наверное, обычный праздник. Поэтому к нам слетаются все гости, которые нас любят, уважают и которые хотят приветствовать нас столетним юбилеем. Ну и о спорте. Президент Международного комитета игр «Дети Азии» обсудил с главой республики ход подготовки к предстоящим играм «Дети Азии». Глава Якутии, как один из соучредителей Международного комитета игр «Дети Азии», отметил необходимость уделить особое внимание на вопросы подготовки объектов седьмых игр и активное взаимодействие со странами Азии по их участию во вторых зимних международных спортивных играх «Дети Азии», которые состоятся в Кузбассе в феврале-марте следующего года. Напомним, 7-е международные летние спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа в Приморье. В играх примут участие 1650 спортсменов из 26 стран. По итогам встречи Василий Сергеевич попросил обратить особое внимание на вопросы размещения гостей, размещения спортивных делегаций, транспортировку участников, и, конечно же, уровень проведения спортивных соревнований, и также на взаимодействие с иностранными государствами в части развития детского спорта и подготовки спортсменов уже к предстоящим вторым зимним играм в Кемеровской области, которые состоятся в 2023 году. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.